Здравствуйте, вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Сегодня, в День знаний, начался новый учебный год во всех образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования. Какие профессии оказались самыми востребованными у абитуриентов, как подготовились к новому учебному году колледжи и техникумы региона, расскажет гость студии Михаил Присяжный, первый заместитель министра образования и науки республики. Михаил Юрьевич, здравствуйте. Добрый день, Надежда. Скажите, на 1 сентября сколько первокурсников зачислены в колледжи и техникумы на этот учебный год? Ну, вообще, год особый. Спасибо большое, что обращаем внимание на систему среднего профессионального образования. Вообще, в марте месяце в этом года правительство Республики Саха-Якутия приняло решение, и были определены 6422 места, бюджетных места для поступления на конкурсной основе. Ну, если мы с вами пока временно поставим за скобки заочная форма обучения, по которым еще идет прием документов, и по ряду программ, по которым циклы обучения, например, есть 10-месячные, то на базе 9 классов у нас в этом году 2900 человек поступало и 3300 на базе 11 классов. То есть сейчас у нас зачислено по факту и начинает 1 сентября где-то 6000 человек, именно зачисленных в рамках плана приема. То есть примерно 90%. По остальным есть программы, которые стартуют с 1 октября. Скажите, а какие направления подготовки больше всего пользуются популярностью? Ну, во-первых, я бы хотел обратить внимание, поблагодарить, что обратили внимание в этом году выпускники 9-11 классов. Это на новые программы. Это аналитический контроль химических соединений в Алданском политехе, тоже новая интересная программа, которая появилась. Это анимация в Намском педколледже. Это у нас флористика, которую открыл в этом году Республиканский техникум-интернат, и программа «Спорт», новая, обновленная по новому стандарту в училище Олимпийского резерва. Если же говорить среди учреждений, где больше всего? Ну, самый большой конкурс – это финансово-экономический колледж имени Фадеева, 15 человек на место, Якутский педколледж имени Гоголева, 11 человек на место, ну и около 8 человек – это Якутский медицинский колледж. Но по программам есть разница. На базе 9 классов традиционно лидерами это является у нас такая программа, как повар-кондитер, это земельно-имущественные отношения и финансы. После 11 класса программы лидеры, условно говоря, где был самый большой конкурс, это сестринское дело и лечебное дело. Насколько сейчас уже готовы образовательные учреждения к новому учебному году? Ну, готовы давно. Надо сказать, что и преподаватели, сотрудники, мастера производственного обучения, мы эту работу провели в течение лета активно. Произведена приемка стопроцентно всех профессиональных образовательных организаций. Были, конечно, определенные ремонты, связанные с общежитиями, поскольку часть общежитий в предыдущие годы использовалась, связанные с пандемией, с ковидом. То есть мы тоже помогали населению, помогали переживать эту эпидемию в разных районах республики. Сейчас все приступают к занятиям. И в целом мы считаем, что система среднего профессионального образования готова не только к 1 сентября, но и к объявленному совсем недавно, летом, президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным 2 октября. В этом году впервые будет праздник среднего профессионального образования в стране. Михаил Юрьевич, скажите, а вот благодаря федеральному проекту «Молодые профессионалы» нацпроекта образования по республике сейчас открываются и функционируют мастерские. В каких профессиональных образовательных организациях открылись или только откроются эти самые мастерские? Ну, это, наверное, самый счастливый момент для студентов, для родителей, для работодателей, которые с нами работают, ну и прежде всего, конечно, для коллективов профессиональных образовательных организаций. Мы, наверное, скоро уже начнем путаться, потому что вот в этом учебном году мы встречаем уже с 55 новыми мастерскими, которые мы создали за 3 последних года. В частности, сегодня открывается мастерские в 5 учреждениях профессионального образования. Вот только что успел к вам подойти, был в колледже технологии и дизайна, где открыты 2 мастерские, связанные со сферой моды. Это технология моды и цифровой модельер. Также сегодня с самого утра, в 8:30 и в 9 утра, состоялось открытие новых мастерских в Намцах, в Намском педколледже, в Ажулуне, в Чурапче, Чурапчинский аграрно-технический колледж. И вот буквально после обеда с 14 и с 16:00, с 14 с участием председателя правительства республики Андрея Владимировича Тарасенко мы будем открывать новые мастерские по логистике в транспортном техникуме в Нижнем Бестяхе.
Ну и потом это мастерские, связанные с промышленностью, с развитием промышленности в Усть-Алданском техникуме. Поэтому 55 уже создано, ну и мы надеемся, что будет еще. Ну, наверняка есть какие-то еще планы по Ну, оснащению. планы вообще-то есть на 2 года предыдущих уже точно расписаны. То есть мы знаем, что в 2023 году мы будем открывать 15 новых мастерских, и в 2024 еще 15 новых мастерских. Это то, что уже подтверждено. Ну и мы определились, республика определилась, и мы это согласовали как раз с проектным офисом проекта «Молодые профессионалы». Я рад, что в следующем году у нас откроются мастерские в Черском, Арктический колледж народов Севера, Нижнеколымский УЛУС. У нас откроется в Нерюнгринском медицинском колледже, Якутском технологическом техникуме сервиса имени Готовцева, в Горно-геологическом техникуме в Хандыге и в ряде других. Ну и мы подали заявку совсем недавно, тоже вот в июле месяце, ждем рассмотрения на конкурс уже создания мастерских в 2025 году. То есть проект имеет продолжение. Что дает студентам другой федеральный проект под названием «Профессионалитет»? Да, ну, название звучит, да, очень хорошо в привязке, и люди, наверное, его воспринимают. На самом деле проект «Профессионалитет» – это создание таких производственно-образовательных кластеров. Есть 3 момента главных. Это первый вопрос – это взаимодействие с работодателями, потому что они участвуют, да, при создании образовательной программы и при организации производственной практики и трудоустройстве. Второй момент – это новый формат образовательной программы. Здесь производится сокращение сроков обучения, связанное с тем, что часть этого процесса происходит непосредственно на самих предприятиях. И третий момент – это создание студенческих конструкторских бюро и иных форм задействование творчества студентов. Мы рады, что мы попали в первом потоке, мы прошли очень большой отбор, попали в число первых 70 колледжей страны, которые вот сегодня открывают свои двери. И вот утром мы сегодня уже открыли образовательный процесс для первокурсников сельскохозяйственного техникума, одного из старейших в нашей республике, он в этой программе. Ну и мы совсем недавно, 1,5 месяца тому назад, уже прошли успешно и отбор на 2023 год. Готовимся к открытию этой же программы на базе Южно-Якутского технологического колледжа в Нерюнгри. Недавно в Северной Осетии и Алании состоялся матчевый чемпионат в рамках образовательного проекта «От А до Я», от Алании до Якутии. Расскажите и о нем. Вообще, конечно, система среднего профессионального образования сейчас очень активная. Очень много новых проектов возникает, которые позволяют раскрыться именно потенциалу ребят и их будущей профессиональной деятельности. Этот проект – это продукт творческого общения Северной Осетии, Алании республики и Республики Саха-Якутия. Вот в год столетия нашей республики тоже коллеги любезно согласились и приняли нашу идею о том, что нужно выстраивать отношения не только в профессиональной сфере, проводить учебно-тренировочные сборы, можно общаться в спортивной сфере, в творческой сфере. И поэтому возник этот проект «От А до Я». Когда-то в 2017 году мы здесь проводили первый чемпионат федеральный по сфере индустрии питания, и тогда появилась такая компетенция, как осетинские пироги. И вот теперь мы вернулись, да, можно сказать, попали в Осетию, возник образовательный проект «От А до Я», в ходе которого на базе 4 учреждений колледжей в Северной Осетии был и командный чемпионат, был тренировочный процесс, и ребята, студенты, выступили с инициативой создания интернационального клуба молодежи, чтобы мы могли знакомиться с регионами друг друга, с местами, которые есть в нашей прекрасной стране. Поэтому это проект, которому нет аналогов в стране, он только появился. Мы рады, что А и Я объединены в одном проекте. Тем более, что и сборная нашей республики привезла 4 золотых медали. Да, но я не упоминаю это, да, спасибо. Но действительно, здесь, да, медали, наверное, может, имеют второстепенное значение. Но действительно, ребята из нескольких наших учреждений, это тот же Южно-Якутский технологический колледж по легковым автомобилям, акушерское дело, Нерюнгринский медколледж и 2 других награды тоже завоевали наши студенты, действительно показав высокое качество подготовки. В том числе, кстати, вот Покровский колледж по пешему туризму. Они тоже давно ведут эту подготовку, связанную, да, и с парком Ленинские столбы. И, как мы знаем, сейчас Южная Осетия очень активно, Северная Осетия, Южная Осетия, они очень активно развивают туризм. Поэтому здесь тоже у нас точки соприкосновения с Осетией.
Михаил Юрьевич, ну вот мы привыкли с вами слышать, я имею в виду от лица наших телезрителей, что среднее профессиональное образование чаще всего под собой подразумевает рабочие профессии, а вы сейчас говорите о, например, туризме или, скажем, о еще каких-то творческих направлениях. В связи с чем пошла такая тенденция? Ну, дело в том, что специальности и профессии, они же так называются, то есть они имеют разную продолжительность, которые реализуются в колледжах и техникумах, в профессиональных образовательных организациях, они быстрее, чем уровень высшего образования, реагируют на изменения рынка труда. Соответственно, они ближе к работодателям, они быстрее, да, дают практические навыки, так называемые, да, практикоориентированное или дуальное обучение, и, соответственно, очень активно реагирует на это. Плюс каждый колледж, он дает старт развитию не только своей сферы, в рамках которой он создан. Ну вот тот же самый, например, колледж технологии и дизайна, он дает возможность развития в целом креативных индустрий. То есть он влияет и на развитие того же туризма, и на развитие моды, и на развитие легкой промышленности. И так мы стараемся, чтобы у каждого колледжа было свое лицо и было свое лидерство. Благодарю вас за такую интересную содержательную беседу. Напоследок, какие у вас будут пожелания студентам, школьникам и всем учащимся в этом учебном году? Ну, конечно, уникальная возможность. С Днем знаний, с 1 сентября я сегодня поздравляю всю нашу страну, все уровни образования, науки. Сегодня утром в нашу группу министерства Ирина Павловна Любимова отправила такое шуточное гиф-поздравление, где она написала, что учителя – это те люди, выходу на работу, которых радуется вся страна. Ну, действительно так и есть. Я сегодня обращаюсь не только к самим детям, школьникам, студентам, которые пришли в стены образовательных учреждений, но и тех коллегам, преподавателям, мастерам производственного обучения, которые в этом году вместе с нами, которые будут работать. Я хочу воспользоваться этой возможностью, всех поздравить с новым учебным годом. Год столетия республики, особый год. Надеюсь, что мы его встретим действительно очень хорошими успехами. Хотел бы отметить сегодня имя Михаила Александровича Неустроева, много лет работавшего директором горно-геологического техникума в Хандыге, в Тампонском улусе. Он в этом году продолжает работать, ну, уже не как директор, но в его лице я бы хотел вообще поздравить всех ветеранов системы среднего профессионального образования, которые, даже если не работают у нас в учреждениях, они приходят, передают свои знания, участвуют, в том числе, вот как сегодня это проходило торжественно, были подняты флаги Российской Федерации, Республики Саха-Якутия. Во многих случаях и колледжи, и техникумы имеют свои флаги, прозвучали гимны и России, и Якутии, и отдельных колледжей. И, конечно, это большой праздник. Ну и отдельно я бы также сегодня хотел поздравить Арктический государственный институт культуры и искусств, АГИКИ, федеральный вуз, Саргалану Семеновну Игнатьеву, Иванова Станислава Семеновича особо, потому что тоже это очень интересный вуз, который как раз создает новые отрасли. И желаю, чтобы этот учебный год был очень успешным для нас. Будем надеяться, что он действительно пройдет с небывалыми успехами. Позвольте и мне, в свою очередь, поздравить вас с Днем знаний и поблагодарить за то, что нашли для нас время и приняли участие в актуальном интервью. Спасибо большое. Ну а я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя. До встречи.